Приезд неожиданных гостей на мемориал стал для его сотрудников приятным событием. Семья Дзауровых здесь, чтобы передать музею уникальный экспонат, который теперь будет украшать этот зал. Это свидетельство о его героизме. Поэтому очень приятно, что вы решили от этих драгоценнейших для вас, естественно, раритетов отказаться и подарить их нам. Сделать их достоянием всего народа, я бы сказала. И вправду день знаменательный. Награда своего отца, участника Первой мировой войны, всадника легендарной дикой дивизии, его сын хранит с особой гордостью. У каждого своя история и свое предназначение. Исропал Дзауров уверен, передать в дар музей награды отца лучшее, что он может сделать. История должна сохраняться поколениями. أمن خيش بعد قم كذي صندوق بعد سوا صحة هيا خياسي ودي شمع سودا إنفورماسي ملا خوش ده هم ناها برق دولج ميخا برق دولج حد بيخا شام برق دولج ده يخش بعد ويميخ يحب ميخسي. Кавказская туземная дивизия была сформирована в 1914 году. Ее лихие бойцы наводили ужас на врагов, отважно сражаясь в ходе Первой мировой войны. И значительный вклад в деле защиты Родины внесли ингуши. Свой первый Георгиевский крест Асид Дзауров получил за бои в Галиции в 1915 году, второй чуть позже. И также за отличительные успехи в сражениях. Родственники рассказывают, он был уникальным человеком, храбрым и быстрым. Они сидели в одном месте, им пришлось это место покинуть. И у них варилось в кастрюле, мясо варилось. А он всегда намаз не пропускал время намаза. И он остановился и сказал: вы идите, я не пойду, пока не помолюсь. Он помолился, к этому времени кастрюля с мясом сварилась, и он их догнал. И они все покушали, говорят, это мясо. Вот этот момент я помню. Бесстрашные и самоотверженные. Правда, не вся информация о боевом пути Асид Дзаурова известна потомками. Своим близким он мало что рассказывал. Джигиты и ингуши верой и правдой служили российскому государству. На их счету немало ярких побед и в решающих битвах. Память славных героев почитают потомки и по сей день. Последнее его сражение было у Далакова против Деникинской армии. Тесть ранен был в глаз. После этого, комиссовать загнулся. Так, подробности уже не вспомнишь, конечно, давно было. В Далаковском бою участвовали сотни защитников. Историю писали кровью, чтобы потомки не забывали. Сильный и величественный народ, который выстоял и не позволил врагу пройти через свои земли. Встав на пути Деникинской армии, население Далакова приняло на себя смертельный удар. Сотрудники музея отмечают каждый памятник наследия наших предков, которые помогают ответить на все вопросы. Переданы нам сегодня все предметы, для нас являются, несомненно, очень ценными. Мы их обязательно включим в основной фонд нашего музея, то есть пополним наши коллекции. Следовательно, включим их в государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, где любой желающий, в принципе, сможет зайти, посмотреть, увидеть эти предметы с полным описанием, историей и фотографиями этих предметов. В принципе, не только они, но и все предметы нашего музея можно будет посмотреть в этом каталоге государственном. Такими реликвиями жители Ингушетии делятся часто, чтобы сохранить память на века и сделать семейную историю частью летописи целого народа. Их уже изучили, теперь на очереди этот. У работников музея важная миссия, а пока, как и всегда, они ждут гостей и делятся историей ингушей. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.